Ой, хақлығы насыме ситрере. Давай киделар, малалайыр. Сидень кушинелар. Гостеприимство – одна из характерных особенностей чувашского народа. Национальная пословица гласит «Согрей озябшего, накорми голодного». Следуя древним традициям, чуваши к приходу гостей выставляют на стол все самое лучшее, но и с собой всегда приносят гостинцы. Обычно это пиво, хлеб или сыр. Ирцелар так шанах кидеть персона. Щекортовар хиреш, хлеб и соль – обоюдное дело. Кухня этого народа впитала тысячелетний опыт предков. Блюда готовятся легко и быстро, но при этом получаются вкусными и необычными. С детства девочек не пускают на кухню с непокрытой головой. Волосы должны быть тщательно спрятаны под платок. Обнаружить волос в пище считалось позором для хозяйки. Готовит обычно женщина, не занятая другой работой, но угощение для гостей всегда делает лучшая повариха в семье. Чуваш халайки эшлеме анжахмат, тутлаба чима тоже юрабе. Я пантиля купку бежезеши дереги. Хуплу – большой мясной пирог. Иногда делается с картошкой, но для дорогих гостей и особых случаев только из мяса. Дрожжевое тесто обычно готовится на закваске. От предыдущего теста обязательно оставляется небольшой кусочек. Его засыпают солью и мукой. При необходимости тесто достают, заливают водой и готовят новое. Традиционный национальный напиток – пиво. Его выставляют в тех же случаях, когда у русских приносят самовар. Веточка хмеля даже присутствует на гербе Чувашии. С древних времен сохраняются традиции чувашского застолья. Особое отношение всегда было к хлебу. Без него не садятся за стол. Разрезать хлеб может только глава семьи и только после прочтения молитвы. Он же забирает себе горбушку. Уронить даже одну кружку на пол считается большим грехом. Перед началом застолья также всегда молятся, чтобы оно прошло удачно. Выбирается хозяин стола, так называется, хозяин стола, по-русски, похоже на тамаду, да, хозяин стола. И хозяин стола дальше руководит всем действием. После того, как хозяин стола избран, самый старший или наиболее почетный гость берется разделывать хуплу. Вскрывая верхнюю крышку пирога, он заявляет: не открывается, и хозяева подают ему кружку пива. Наверное, узел маскуль был. Каймар, моя каймара. Так, может быть. Когда крышка наконец открывается, пирог разрезается по количеству участников застолья. Причем подают его только в руки и едят из рук. И, конечно, ни одно застолье не обходится без национальных песен и танцев. Песня и пение занимает важное место среди духовных ценностей чувашского народа. Без песен невозможны обряды и праздники, а в быт она вносит особенную, неповторимую красоту.